Эфир нашего телеканала продолжат новости. В студии ведущий Василий Раченко и к главным событиям. Айсен Николаев обратился к якутянам с посланием о дальнейших послаблениях ограничительных мер. Так, с 12 мая снимаются все ограничения в арктических и труднодоступных районах, кроме запрета на массовые мероприятия с количеством более 50 человек. Далее, в Якутске, Жатае, Нижнем Бестяхе, Тиксе, Нерюнгри, Мирном, Ленске и Покровске режим самоизоляции продлен до 31 мая. С 12 мая разрешена работа химчисткам, ателье, ремонту обуви, то есть тем бытовым услугам, где нет прямого контакта с клиентами. Кроме того, разрешены занятия спортом на свежем воздухе с соблюдением социального дистанцирования. С 12 мая снимается карантин в Алдане, однако режим самоизоляции продолжится. В сельских муниципальных образованиях откроются все предприятия торговли и парикмахерские. Однако глава подчеркнул, что на территории всей республики, кроме труднодоступных районов, строго обязательно ношение масок и перчаток для персонала, проведение дезинфекции и социальное дистанцирование. Айсен Николаев подчеркнул, что дальше все будет зависеть исключительно от эпидобстановки. При ухудшении ее ограничения могут вновь усилиться. Также глава сказал, что учебный год для детей завершится не позднее 30 мая. А сегодня эпидситуация в регионе следующая. За сутки зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 32 из них выявлены в Якутске и 1 случай в Ленском районе. Все заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются. Таким образом, всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 510 случаев коронавируса. 81 человек полностью выздоровел, летальных исходов 4. Теперь последние данные по половодью на реках Якутии. У ледохода на Лене нижняя кромка находится у населенного пункта Синск Хангаласского района. Уровень воды там 169 сантиметров при 814 критических. Ледоход густой. Верхняя кромка у населенного пункта Саны-Ахта Халёкминского района. Уровень воды менее 9,5 метров при критических 12,5. Ниже по течению до города Покровска отмечаются подвижки льда и разводья. Уровень воды более чем в 2 раза ниже критических значений. На участке Табага-Якутск-Кангаласы суточный рост составил 50-100 сантиметров, отмечаются закраины и лед подняло. Река Алдан. На первом участке нижняя кромка у населенного пункта Угино Алданского района. Второй участок нижняя кромка у населенного пункта Белькачи Усть-Майского района. Река Амга. Нижняя кромка у населенного пункта Чимнаи Татинского района. Река Вилюй. Нижняя кромка на 50 километров ниже по течению от населенного пункта Нюрба Нюрбинского района. Затор ниже поста. Верхняя кромка 50 километров выше Нюрбы. Ледоход редкий. В городе Нюрбе из-за затора льда на реке Вилюй резко поднялся уровень воды на речке Нюрбинка. Потоплено 7 четырехквартирных домов. Большая вода начала прибывать в пятницу, 8 мая. Тогда руководством мэрии города было принято решение об эвакуации жителей улицы Речников. Отселено 5 семей, 14 человек, 7 из которых дети. На сегодняшний день лед на реке Вилюй стоит, вода не отступает. Сейчас на месте подтопленных домов организовано круглосуточное дежурство патрульно-постовой службы и работников мэрии города. Те, которые семьи не нуждались в пунктах временного размещения, тут всего 7 домов, 16 квартир, из которых 3 квартиры муниципальные и 13 собственные. Сейчас создана межведомственная комиссия по оценке ущерба жилых домов, потопленных жилых домов. На сегодняшний день лед все-таки стоит. Есть затор 24 километров вниз. И затор стоит Сата. Тем временем 2 дома в селе Кытыл-Дюра в Хангаласском районе подтопило из-за высокого уровня воды на реке Лене. За 4 часа уровень вырос на 30 сантиметров и достиг отметки в 15 метров 27 сантиметров. До критического показателя остается 1 метр. Подтопило 2 жилых дома по уровню пола. Всего в селе Кытыл-Дюра в зоне возможного подтопления находится 19 домов. В них проживают 57 человек, из них 8 детей, 17 пожилых и 2 инвалида. Их также эвакуировали по родственникам и в пункт временного размещения. Пункт временного размещения находится в здании Центра культуры Сайды. Вместимость ПВРТ 47 человек. Обеспечены все необходимые условия. Это продукты питания, питьевая, техническая вода, медикаменты. И согласно требованиям Роспотребнадзора, здание 3 раза дезинфицируется в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Другим темам. Всероссийский флешмоб «Фонарики Победы» прошел в Якутии. Участниками стали и в Якутске жильцы домов 203-го микрорайона, которые накануне вышли на балконы с зажженными бытовыми фонариками или включенными на смартфонах. Также жители 6-го корпуса зажгли в окнах свет таким образом, чтобы на доме появилась надпись «75 лет». Создали мини-группы, да, которые отвечали за определенные цифры, определенную буковку. Ну и вот сплоченно все вместе сделали. Надеюсь, получилось. И некоторые квартиры, конечно, были немножко в таком состоянии, что они не включают свет, да, а остаются в темноте. И вот сказали, как мы будем 30 минут без света. Но мы тут вспомнили, что наши дедушки, бабушки, сражаясь за нашу родину, в течение вот нескольких лет войны, они даже без света, без ничего жили. Но мы сегодня тоже в дань уважения, памяти сражавшихся за нашу победу, да, за наше мирное небо. Мы хотим поблагодарить от имени 6-го корпуса наших добрых, дружных, сплоченных соседей, что у нас вот сегодня все хорошо получилось. Во двор одного из частных домов в столице республики забежал лось. По сообщениям очевидцев, ранее он был замечен в районе авторынка. На месте сейчас работают сотрудники Минэкологии Якутии. Между тем, теленок бизона родился в якутском зоопарке Орта-Дайдо. У особей Саргули и Илюши родился уже второй малыш. Это мальчик. В 2018 году у них родилась девочка. Ее отправили в питомник в Усть-Ботами. В пресс-службе зоопарка добавили, что родители были перевезены в Орта-Дайду в 2016 году в возрасте 8 месяцев. На этом пока все. До встречи в эфире.